Вулканы. 2022 год. Начало 2022 года повергло в шок всех без исключения жителей планеты. 15 января в южной части Тихого океана, вблизи острова Тонга, произошло самое мощное из когда-либо зарегистрированных в современной истории извержение подводного вулкана Хунга-Тонга Хунга-Хаапай. Сила взрыва была в 1200 раз мощнее взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Такая мощность взрыва стала причиной цунами. Оно было зарегистрировано во всех мировых океанах и больших морях, от Японии и западного побережья Соединенных Штатов до побережья Средиземного моря. Исследовательская группа обнаружила, что цунами было уникальным, поскольку волны были созданы не только водой, вытесненной извержением вулкана, но и огромными волнами атмосферного давления, которые многократно обогнули земной шар. Мощная ударная волна была видна даже из космоса. А в конце 2022 года вулканическая активность насторожила своей синхронизацией. Одновременно проснулись вулканы, которые молчали долгий период. С 20 ноября на Камчатке активизировались стратовулканы Шевелуч и Ключевская сопка. 26 ноября в Эквадоре проснулся один из самых опасных вулканов в мире – Котопахи. Последний раз он извергался в 2015 году, а до этого молчал почти 140 лет. А 28 ноября начали извергаться вулканы Сан-Мигель в Сальвадоре и крупнейший на планете вулкан Мауна-Лоа на острове Гавайи, который не давал о себе знать 38 лет. Землетрясение, 2022 год. Помимо вулканической регистрировалась и повышенная сейсмическая активность. Планета содрогалась от мощных подземных толчков. Наиболее часто колебания земной коры происходили в Мексике, Индонезии и Японии. Китай, провинция Цинхай. Афганистан, провинция Бадгис. Гватемала, вблизи города Масатенанга. Япония, префектура Фукусима. Босния и Герцеговина, вблизи города Столац. Китай, провинция Сычуань. Иран, провинция Хормозган. Филиппины, остров Лусон. Китай, провинция Сычуань. Индонезия, Ментавайские острова. Тайвань. Филиппины. Тонга. Индонезия. Также часто в 2022 году от подземных толчков страдали жители Китая. За последние 5 лет в стране значительно возросло количество землетрясений магнитудой свыше 3. Землетрясения магнитудой 5 и выше были в основном сосредоточены в Сычуане, западном Синьцзяне и северном Цинхае. Мы в Сычуане. Только что было землетрясение, начало трясти. Я разбудила маму, потому что мы спали вчетвером с 2 детьми. Мама тихо встала и затем сказала: «Скорее, скорее, собирайся, собери детей». Я взяла ключи, мою младшую сестру, моя мать взяла моего сына, и мы побежали по лестнице. Я выбежала. Первый раз толчок был 2 секунды, второй раз 3 секунды, трясло очень сильно. Мы тогда не спустились. Было действительно страшно. Самые сильные землетрясения в 2022 году произошли в Папуа-Новой Гвинее и Мексике. Магнитуда обоих составила 7,6. Для жителей Мексики дата 19 сентября стала роковой. В этот день трагедия произошла в годовщину 2 разрушительных землетрясений 2017 и 1985 годов, которые в свое время унесли тысячи жизней. В течение нескольких последующих дней было зафиксировано около 1500 афтершоков. Самым смертоносным в 2022 году стало землетрясение 22 июня на юго-востоке Афганистана. Его магнитуда составила 6,2 с гипоцентром всего 4 километра. Кроме афганцев, силу подземного толчка почувствовали в общей сложности около 119 миллионов человек в Пакистане, Индии и Иране. Это сейсмособытие унесло жизни не менее 1500 человек. Было около полуночи, когда произошло землетрясение. Оно разрушило дома наших соседей.
Когда мы приехали, там было много погибших и раненых. Нас отправили в больницу. Я видел вокруг много мертвых тел. Было очень поздно, где-то за полночь, когда нас разбудило сильное землетрясение. Я была в комнате с детьми и закричала первой. За мной последовали дети. Наша корова погибла от того, что одна из комнат, где мы ее держали, обрушилась. По всей округе люди плакали и кричали, потому что их дома рухнули, а женщины и дети оказались под землей. Многие погибли. Слава Богу, в нашей семье все живы. Стоит отметить, что такие неглубокие землетрясения с гипоцентром менее 5 километров до недавнего времени были нетипичны для нашей планеты, а теперь случаются все чаще. Аномальными являются и землетрясения на очень большой глубине, которые также регистрировались в 2022 году. Землетрясения обычно происходят на глубине от 5 до 80 километров, где земная кора более хрупкая и растрескивается. Но последние десятилетия регистрируется рост числа землетрясений на глубине, где это считалось невозможным. Это глубина более 700 километров, где землетрясения происходить не должны, потому что породы внутренней мантии пластичные, как пластилин, и не могут растрескиваться. За последние 7 лет количество глубокофокусных землетрясений выросло в 10 раз. Причины роста вулканической и сейсмической активности в последние десятилетия обусловлены изменениями в ядре Земли, а также изменениями геофизических параметров и скорости вращения планеты. Такие процессы происходят каждые 12 тысяч лет и сопровождаются сильнейшими глобальными катаклизмами, захватывающими всю планету. Чем это вызвано и чем угрожает человечеству, вы можете узнать из научного доклада по климату. Он был озвучен на международном форуме «Глобальный кризис. Наше спасение в единении», который состоялся 12 ноября 2022 года. В начале декабря 2022 года побережье Каспийского моря в Дагестане, вблизи города Махачкалы, превратилось в кладбище тюленей. Прибоем вынесло на берег более 2500 внешне здоровых, упитанных, но мертвых особей. Следов насильственной смерти они не имели, пробы тканей показали отсутствие признаков болезней или отравления из-за загрязнения окружающей среды. По заявлениям официальных лиц, гибель тюленей была вызвана естественными природными факторами и связана с гипоксией, кислородным голоданием. Предположительно, к нехватке кислорода и как следствие к удушью животных привел выброс природного газа в результате тектонических подвижек на дне водоема. В Каспийском море в течение года фиксируется множество подземных толчков. Землетрясение может высвобождать миллионы кубометров газа из больших пластов, и если оно совпадает с периодом ветрового затишья, то над поверхностью воды образуется газовая линза. Тюлени выныривают, чтобы глотнуть воздуха, но попадают в пределы линзы и задыхаются. К сожалению, безжизненных тюленей на российском побережье Каспия в последние несколько лет обнаруживают с пугающей регулярностью. Однако раньше их количество исчислялось десятками и сотнями, а теперь счет пошел на тысячи. Погибших ластоногих периодически находят и в других прикаспийских государствах. Аналогичные случаи фиксируются в разных уголках планеты. Так, печальную известность из-за частоты подобных инцидентов с морскими животными получила Новая Зеландия, которую из-за высокой сейсмической активности региона называют «дрожащими островами».
Аномальное поведение гидробионтов, нередко приводящее к их гибели, наблюдают и в Индонезии, расположенной в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце. Например, в декабре 2022 года у берегов острова Бидадари в Джакартском заливе по непонятной причине рыба тучами выпрыгивала из воды, вызывая недоумение у местных жителей. Что думают по этому поводу представители науки? Послушаем мнение Владимира Леонидовича Сывороткина, доктора геолого-минералогических наук, ведущего научного сотрудника кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета Московского государственного университета. Землетрясения связаны с выделением водорода. Извержение вулканов – это горячая дегазация Земли. Продувка морей, океанов восстановительными газами убивает аэробную биоту. То есть те живые организмы, живущие в морях и океанах, и летающие, и над сушей тоже птицы, которые дышат кислородом. Выбросы залповые, вот эти водорода, метана, ряд других газов не имеют, приводят к массовой смерти наших братьев меньше. Мощнейший геологический процесс, о котором я сказал, это выделение водорода из ядра Земли, и с которым связано землетрясение, извержение вулканов, гибель вот этой биоты, он нарастает. Мы уже не раз упоминали в наших выпусках, что в последние десятилетия ученые констатируют повсеместное увеличение количества и магнитуды землетрясений. А если это так, значит сопутствующая сейсмоактивности дегазация земных недр, которая убивает живые организмы, может в скором времени затронуть и человека. Чтобы узнать об истинных причинах происходящих на Земле климатических изменений и о путях выхода из сложившейся ситуации, смотрите международный онлайн-форум «Глобальный кризис. Наше спасение в единении», который состоялся 12 ноября 2022 года.